Коми несовершеннолетние теперь могут ходить в музей бесплатно. Раньше порогом был 16-летний возраст. Повышение ценза для посетителей принято на уровне страны, однако некоторые муниципальные музеи Коми к реализации нормы приступили еще год назад. Это Воркута, Сосногорск, Усть-Цильма и Книшпогосский район. Финно-угорская молодежь осваивает так называемый посткроссинг – систему обмена почтовыми открытками между интернет-пользователями. В проекте участвуют финно-угры, которые живут в Коми, Удмуртии, Перми, Эстонии и Финляндии. Светлана Некрасова о тренде. Евгения Лобанова отправляет открытки по старинке, через почту. Причем совершенно незнакомым людям. Они живут в Эстонии и Финляндии. Их адреса представители Коми молодежи выбрали через финно-угорский посткроссинг – систему обмена открытками. Идея создания ресурса пришла активистам в прошлом году на молодежном форуме, когда они задумались над тем, как познакомить финно-угров разных стран друг с другом. Проект возглавила удмуртка Лукерия Шихова. Правда, настоящую систему, которая сама автоматически находит адресатов, пока сделать не удалось. Нужно, чтобы кто-то сделал этот сайт. Для этого только нам нужны были деньги. Но так как я подумала, что это займет очень много времени, а для начала хотелось бы с чего-то начать и вообще посмотреть, как финно-угры вообще примут этот посткроссинг, мы сделали это через ВКонтакте и через Google анкету. В этом случае получается, что у нас уже не автоматически адреса выбираются для тех, кто зарегистрировался, а адресатов выбираю я по знанию языков, которые они отмечают в анкетах. Финно-угры задумку приняли на ура. Открытки на разных языках разлетелись по всему миру. Участники выкладывают фото отправленных и полученных почтовых приветов в социальных сетях и предлагают сделать акцию более масштабной. Есть комиязычный человек, который живет в Австрии. Я ему напишу по коми. Конечно, ему там не с кем говорить на родном языке. Он скучает по родине, а тут возможность общаться на коми. Может, еще и новых друзей найдет. Чтобы отправить и получить открытку, нужно зайти на страницу акции в социальной сети. Там есть ссылка на анкету, которую необходимо заполнить. Регистрация заканчивается 19 февраля. После этого каждый участник получит почтовый адрес того, кого нужно поздравить с Днем родного языка. Причем не на виртуальной, а на настоящей почтовой открытке. Светлана Некрасова, Елена Кононова, Павел Фетисов, телеканал Юрган.